Мотивация сотрудников – это очень важная часть работы любого руководителя, будь то линейный менеджер, либо генеральный директор, потому что зачастую бывает, когда человек приходит на работу в очень хорошую компанию, где прописаны там, в стандартах, задекларировано, что это очень хорошая компания, что у них там растут, что какие-то перспективы роста и так далее. А на деле выясняется, что элементарно коммуникации внутри сотрудников очень такие нездоровые, очень токсичная атмосфера. Это очень сильно влияет на атмосферу, на культуру компании, на мотивацию человека, вследствие чего он просто уходит. Первое, непозволительно разговаривать со своими подчиненными на повышенных тонах, как бы он ни провинился, как бы он ни опоздал, каких бы там ни было, не знаю, там, косяков с его стороны, то есть ни в коем случае нельзя кричать, потому что это непозволительно элементарно с точки зрения культуры и этики вообще межчеловеческой, да. Второе, я бы не советовала зацикливаться на дисциплине, потому что, еще раз говорю, что очень многие наши местные руководители считают, что вот если человек опоздал на 2 минуты, все, это повод на него там наорать, его там, я не знаю, там как-то прилюдно его оскорбить и так далее. Если человек продуктивный, если он эффективный, и если у него там не такая особенность его личностная, что он не может приходить к 9, но сделайте ему график там до 8, ну пусть приходит там к 10 или там, к 11, да, допустим. Нельзя критиковать при людях, хвалить нужно всегда при всех, а критиковать один на один. Первое, что я советую своим коллегам, это говорить с сотрудниками всегда. То есть если я вижу, что кто-то просел в каких-то результатах, нужно говорить, почему, в чем проблема, что тебе помешало, может быть, чего-то тебе не хватает. Слышать своих сотрудников и слушать своих сотрудников, то есть быть готовым к тому, что это люди, у них тоже бывают какие-то проблемы, бывают личные, бывает профессиональный застой, бывают просто элементарно там какие-то там сезональные перепады, это тоже имеет место быть, да, и нужно разговаривать с сотрудниками, нужно уметь их слушать, услышать и понять, что, как мы можем там на них повлиять. Еще одна вещь, это очень важная тоже составляющая, это развивать своих сотрудников, то есть не просто иметь, мы не просто как вампиры сосем с них, да, что там давай в проект вкладывайся и так далее. Работодатель должен быть и донором в свою очередь, но донором не просто там, финансовым, да, что он там зарплату ему выплачивает, это нормально, это даже не обсуждается. Вот. Это развитие в плане, там, может быть, какие-то там личностные вещи хочет сотрудник развить, возможно, какую-то профессиональную экспертизу, то есть сесть с ним поговорить. Я провожу какие-то перформанс-встречи, это когда приходит ко мне сотрудник и говорит, я спрашиваю, там, в чем ты проседаешь, чего тебе не хватает там, для полного счастья, скажем, в твоей там, профессиональной экспертизе. Она, допустим, мне говорит, ну, специфика нашего бизнеса говорит, что я не умею там проводить интервью, скажем, там, с айтишниками, мне это сложно, я не знаю, о чем их спрашивать. Мы говорим, окей, давай тогда ты там, допустим, пройдешь какие-то элементарные курсы, вводные, вообще, что такое IT, там, мы тебе организуем какие-то встречи с этими айтишниками, ты съездишь на интервью там, в какие-то крутые компании, послушаешь, как проводят интервью с айтишниками, и ты будешь понимать, ты не будешь профаном в интервью с ними, да, то есть, ну, какие-то такие вещи, то есть нужно развивать своих сотрудников, это важно. Нужно искренне стараться помочь своему сотруднику. Это третье правило, которое мы придерживаемся, потому что мы проводим очень много времени друг с другом. Если мы не хотим текучести кадров, мы так или иначе, в любом случае, мы должны где-то как-то даже сродниться, да, с сотрудником.